Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии Аллела Муртазова и в начале главные темы выпуска. Вознаграждение за благое дело. Цель этой прекрасной инициативы заключается в укреплении любви к религии в сердцах детей. В Грозном подвели итоги акции «Утренний намаз». Участникам вручили заветные подарки. Батальон оперативного назначения 46-й бригады возглавил новый командир. Как прошла церемония назначения, смотрите в нашем выпуске. Виртуозные пилоты. В столице состоялся фестиваль дронов. Как прошло спортивное состязание, расскажет наш корреспондент. Участникам акции «Утренний намаз» передали новые велосипеды. Об эмоциях ребят и кто организатор мероприятия, расскажет мой коллега Рамзан Абуев. По окончанию Рамадана подвели итоги акции «Утренний намаз». Каждый ребенок в возрасте до 14 лет, совершавший предрассветную молитву в течение благословенного месяца в столичной центральной мечети сердца Чечни, наградили велосипедами. Поздравить детей прибыл инициатор акции, министр по делам молодежи Ахмат Кадыров. Салам алейкум. утренний намаз акции ярдак. شو الحمد لله ما شاء الله شورت ولا مازال يلا ما قشطو دا قوبو دول دا شيء دول رجدينك ساقا إيش فوندو دين صوغش دول دا بيكتي دول غزلي دول دا ساير وشوندي ميكنان أمان عجي دا قوبو دول دا مالي دليل يلين أخبات تكبير Сотрудники Минмолодежи ежедневно отмечали ребят, совершавших утренний намаз в мечети. Дети были в восторге и выразили радость, говоря, что велосипед поможет им проводить больше времени на свежем воздухе, а добираться до мечети станет легче и быстрее. Да, Сайдар за велик было очень неожиданно. Я в течение месяца Рамадан шел в мечеть делать утренний намаз. Мне очень приятно, все понравилось. سوق مرخباتا علم و ذکر دین لله بود مرغ خبا داسای روز بیاد. А ты ходил весь месяц, да? Да, утренний и терх. И какой? Терх. Ага. А Так. все остальные Все остальные тоже. тоже один, да? Ага. Ну как тебе вот подарок? Что ты думаешь? Хороший, красивый, рад. Турпал-Али Кантаев вместе со своими друзьями совершал каждую предрассветную молитву в мечети. Более того, он поделился, что держал пост весь месяц. Så علم زلیاlir بحتا کجد دینا از بود مرغ کبیر اقوس بحتلیر سانس داساغل اردارتک داساغل شنوس بحت. Хотя многие знают о ценности утреннего намаза в мечети, но не всем легко просыпаться так рано и выходить, даже для взрослых. Эти ребята должны служить вдохновением для многих. Цель этой прекрасной инициативы заключается в укреплении любви к религии в сердцах детей, а также формировании у них понимания важности выполнения обязанностей мусульманина. Дети – это будущее, и от того, что сегодня закладывается в их воспитание, во многом зависит то, какой будет наша умма. Рамзан Абуев, Сайдамин Мусаев, Вести Чеченская Республика. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошло мероприятие, приуроченное ко дню отмены контртеррористической операции. В ходе встречи были отмечены заслуги представителей разных сфер региона, которые внесли свой вклад в это дело, а также еще раз напомнили о судьбоносном событии, повлиявшем на становление мирного и безопасного субъекта. Слово Валентине Гусевской. 15 лет назад, 16 апреля 2009 года, стало днем отмены контртеррористической операции в Чеченской Республике. К этому событию стремились несколько лет. Мероприятие, посвященное этой дате, прошло в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
هو صح группировок шагяхет, как почалчуш. Там долгосрочные планы, стратегии разработаны, различные сценарии по расшатыванию ситуации во всей стране. С далеко идущими планами, с возможностями, с ресурсами, с финансированием. И организации, что террористические, да, и терроризм, экстремизм, и же подчастую, развитие, стабильность, процветание, юршмит, колдуня, дахриат, я ويسمون مخ بوتاق أستن خامي غير شكا ويتفاحلوش بولجرجا ألا سنهم شوا بولا руководитель. Шкарахан йитер харсан йолдач йитер уж разъяснятер эфире адала интернет чуадала газет амонш адала руйти qardu. Многие то время вспоминают с замиранием сердца. Жители наконец-то смогли вновь почувствовать свободу и безопасность. Значимое событие посетили политические и религиозные деятели, общественные организации, врачи и простые жители республики, которые помнят тот день как вчера. Самой команды тогдашнего консультативного совета, куда входили 85 человек, самые представители всех народов, народностей, этносов, интеллигенция, духовенство, все туда входили. Удалось довести до отмены. Режим КТО был введен в республике в 1999 году. Спустя 10 лет усилиями борцов за легитимную власть он был отменен руководством государства. يا دعم والنقش كمان والنقش المرض ده بيكسب الزبير أدلات وضعنا شو البيتزا ده شو كحية جدا وشاي بصلوش Знаковый день стал символом спокойствия. С тех пор в республике День мира – один из важных праздников. Принимая вот эти решения, отмена КТО, проведение референдума, Ахмад Ваджи и Рамзан Ахмадович добились того, что у нас сегодня красивая жизнь. Мы живем хорошо. Это много для нас значит. Наличие режима КТО создавало всевозможные препятствия развитию экономики, социальной сферы республики. Но после того, как был отменен режим КТО, практически зацвела республика. Экономика, социальная сфера пошли быстро в гору. Благодарственные письма от Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации вручили в торжественной обстановке тем, кто всеми силами способствовал достижению мира. В их числе была и Наталья Амирхаджиева. Она трудилась на хлебозаводе номер 3, который обеспечивал республику хлебом, несмотря на все препятствия. Женщина работает там по сей день. Этот завод сохранил свое оборудование в тяжелые времена военные. Люди, поскольку находились там и пекли хлеб, то многие подтягивались даже, кому трудно было дома справиться с отсутствием воды, света, они приходили на завод. И никому мы не отказывали, кто был голоден, накормить, дать хлеб. Мы проложили резервную линию газопровода, дизель установили, запас воды, топлива. Вот так работали. Ключевую роль в возрождении и становлении региона сыграл герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Его грамотная расстановка приоритетов привела к установлению мира. Вся практически инфраструктура Чечни была разрушена. Все это благодаря действительно Ахмаду Хаджи Кадырову, его мудрому руководству, его связи с народом, который он не пытался не терять ни одну секунду. Он не выезжал из республики. Мы все знаем, это было смертельно опасное время для любого человека, а тут для частности, для руководства тем более. Поэтому мы благодаря именно этому человеку, Далазу Табалду, его потом команде, теперь уже продолжателю дела Рамзана Ахматовича, естественно, республика стала процветать, стала один из достойных субъектов Российской Федерации. Благодаря торжеству безопасности и закона в регионе активно восстанавливались все сферы жизнедеятельности. Обновлялась инфраструктура, развивались образование, здравоохранение и культура. Выросла экономика региона. Отмена режима контртеррористической операции стала отправной точкой для нового этапа в истории Чеченской Республики. По сей день стабильность и процветание – это основные приоритеты в стратегии развития региона. Валентина Гусевская, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика.
Личному составу батальона оперативного назначения 46-й бригады представили нового командира. Им стал Магомед Арсиев, ранее занимавший должность заместителя командира ОМОН Ахмат-1. Офицер неоднократно участвовал в специальной военной операции и не раз был отмечен государственными наградами. В мероприятии приняли участие силовой руководящий состав. Материал с места событий подготовил мой коллега Турпал-Али Тайсомов. На плацу отдельного батальона оперативного назначения Грозненского соединения Росгвардии бойцы вот-вот встретят нового командира. И с этого момента для них будут поставлены новые, но не менее важные задачи. Этой чести удостоился Магомед Арсиев, много лет достойный служащий на пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поздравить его с назначением на должность пришли официальные лица. Командир Грозненского соединения Росгвардии Сергей Задорожный пожелал ему дальнейших успехов в службе. Знаменательное событие. Представляется новый командир батальона, полковник Арсиев Магомед Аюпович. С сегодняшнего дня является прямым начальником для всего личного состава батальона. Пожелаем ему успехов, дальнейшего карьерного роста, отличной боевой политической подготовки. Всего вам самого хорошего, дальнейших успехов на благо нашей Родины Российской Федерации. Начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов рассказал о большой ответственности, с которой Магомед Арсиев всегда подходит к выполнению служебных обязанностей, вне зависимости от служебного положения. Он заверил, что командир справится с возложенными на него задачами. Мы все знаем Магомеда как хорошего бойца, хорошего друга, товарища. Он трудится на пути великого сына чеченского народа Ахмата Хаджи Кадырова, Далазов область. И также знает его лично Рамзан Ахматович и знает все требования главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Куда бы его ни назначили, он всегда был ответственным и честным. Желаю Магомеду удачи. У нас есть все условия. Со стороны фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Далазов Булдойцен наш Мехкана Наймана Несиевна всегда помогает новым сотрудникам. И мы готовы выполнять любые поставленные задачи. И дальше также будет. Удачи вам. Ахмат! Аллаху Акбар! Вице-премьер правительства региона Абузейт Висмурадов, обратившись к командиру и бойцам, пожелал всем успешного несения службы. Он также выразил уверенность в лидерских качествах их нового командира. Ребята, мы все вам желаем удачи. Будем вместе работать. Ахмат сила Аллаху Акбар. وعنا والصلاة يشتغل ما درش ولقوي. Это второе агенты, да их я кое-то тоже мастер чундати свечой вот помало. Да диабет киет. После слов поздравления командир отдельного батальона оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации Магомед Арсиев отдал команду на первый строевой марш на плацу. Сделав памятные фотографии, почетные гости пожелали Магомеду успехов при исполнении возложенных на него задач. Сам он поделился впечатлениями после своего назначения. تيشم دال مولوي حبل والعمل عجيني على الغازة قبل دول سنة ودكان زاهيد سلسة حدوش له دكان زاهيد له دال مولا بوه بوق ببي شورت كل بدرزلاني يو وي هيتسلس وي بدرزلاني اشتريت حتى جيم تبوه ببيش كاش ببيش بقنا نوش بوه بيش حبوش شيء زوني специально военная операция Лильш с первого дня хаёш подразделение юра, но дальше в любом случае усовершенствоваться дадешь дух. Коллеги Магомеда Арсиева выразили слова радости и поддержки своему командиру. По их словам, готовность у них самая лучшая, и все необходимое есть в наличии. Но мы люди военные, у нас разговор короткий, приказ получил, приступил к исполнению. Любые поставленные задачи будут исполнены точно и в срок. Служить до кича, да, Мухаммад, Митабелла, Хардуэй, то элдо задача, то или не хочешь.
Оттачивание мастерства будет идти в обычном режиме. Новый командир внесет свои корректировки, чтобы воины стали еще более сплоченными и сильными перед любой задачей и ситуацией в службе. Торпал Алит Айсумов, Моусар Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Заседание Президиума Ассоциации российских дипломатов прошло в стенах Чеченского государственного педагогического университета. Главной темой встречи стала роль и потенциальные возможности российских регионов в противодействии агрессивному Западу на примере Чеченской Республики. Собравшиеся отметили, что наш регион успешно сохраняет и пропагандирует традиционные семейные ценности, патриотизм, а также любовь к своей культуре и истории. Подчеркнули, что сегодняшний цветущий и развивающийся субъект – это результат мудрой политики первого президента Ахмата Хаджи Кадырова и продолжающего его дело главы региона Рамзана Кадырова. Где мы сегодня собрались, в 2002 году был признан самым разрушенным городом в мире после Второй мировой войны. Вся республика была вдоль и поперек уничтожена. Мы знаем, что такое западные двойные стандарты, поэтому сегодня есть полное понимание, четкое понимание того, что несет коллективный Запад во все страны мира. Мы не приемлем западный уклад жизни. Он идет вразрез с нашей религией, с нашими традициями, обычаями. Свои возможности пилотирования опробовали пилоты из 20 регионов страны, приняв участие во Всероссийском фестивале гонок дронов, состоявшегося в Грозном. Как прошло состязание, поделится Наталья Депутатова. Никаких физических нагрузок для спортсмена, просто управление машинами в виртуальной реальности. Эти маленькие беспилотники весом не более 2 килограмм способны в умелых руках развивать скорость до 200 километров в час и выполнять виражи, которым позавидовали бы пилоты Боингов. Команды соревнуются и не только в спортивной составляющей, где быстрота реакции, где скорость управления, но и в инженерной. Потому что ребята сами собирают, настраивают свои дроны. Команда состоит обязательно из спортсмена и пилота. Спортсмены управляют в своих креслах, в FPV-очках, где они как бы от первого лица видят свою картинку, да, с камеры дрона, и то, что дрон летит, передается ему в очки его визуальный полет. Поболеть за участников, посмотреть такое удивительное соревнование приехали и чиновники федерального и регионального уровней. Гонка проводится в Всероссийской физкультурно-спортивной федерации беспилотных воздушных судов России. Всероссийский этап, первый этап, который объединил разных участников с очень многих регионов. Это нас радует, потому что у нас есть условия, которые благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову создаются в республике. Очень много. Это своего рода единственный такой объект, где можно проводить такие соревнования, также играть в футбол. Ну, это, можно сказать, такой большой толчок развития именно технологичных видов спорта. Наша молодежь тоже активно принимает участие, наши вузы. Соревнование собрало много народа со всей страны. Всегда интересно наблюдать за чем-то новым и еще поучаствовать самому. Гостям предоставилась такая возможность, и это вызвало массу эмоций. Более 60 участников из 20 регионов страны за время проведения должны показать свое мастерство в управлении дронами. Возраст не ограничен. Иван Шустин приехал из Ленинградской области. Заинтересовался этим видом спорта в 6 лет. Сейчас ему 19, и он уже самостоятельно может собрать такую птичку. Это напичканная разными электронными схемами система, только с виду кажется простой. Основные части – это видеопередатчик, приемник сигнала с пульта управления, полетный контроллер и регулятор оборотов. В принципе, собрать это не так сложно, если ничего новые какие-то решения не пытаться внедрять, просто чтобы оно летало. Квадрокоптеры, управляемые пилотами, проходят крутые виражи в воздухе. Удивительно, как эти маленькие кажущиеся игрушечными машинки могут даже сбивать во время полета огромные надувные ворота, установленные специально для гонок. Этот сравнительно новый вид спорта появился совсем недавно, около 10 лет назад. В целом это переросло из мальчишеских забав в гонки, которые уже сравнивают ни много ни мало с Формулой-1 в виртуальном формате. Каждому участнику выдаются вот такие 3D-очки. Это своего рода глаза спортсмена. В них он в видеоформате может наблюдать за окружающим пространством, видеть дроны соперников, контролировать полет, совершая разные маневры.
Все участники, по их собственному признанию, уже получили массу позитивных эмоций и от самого фестиваля, и от поездки в Чеченскую Республику. А вот наградят победителей позже, после подсчета всех баллов, набранных за время соревнований. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В городе Аргун строится комплекс для очистных сооружений, предназначенный для биологической очистки и обеззараживания бытовых сточных вод. Мощность объекта составит 12 тысяч кубометров в сутки. Какие работы проводятся в настоящий момент, узнавала Мадина Нуцалчеева. В 2022 году в рамках подпрограммы создания условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики в городе Аргун было начато строительство комплекса очистных сооружений, предназначенных для биологической очистки и обеззараживания бытовых сточных вод. В ноябре 2024 года объект будет готов к сдаче. За 3 года рабочими бригадами проделана огромная работа. Это очень большой объект. Здесь находится много подобъектов, которые будут очищать бытовую воду, атмосферную, канализационную от разных примесей. Комплекс будет состоять из системы технологических модулей, вспомогательных помещений с лабораториями для химических и гидробиологических анализов и мастерскими, а также приемной камеры. В настоящее время ведутся отделочные и сантехнические работы и технологический монтаж оборудования. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 84%. При введении в эксплуатацию комплекса очистных сооружений пропускная способность сточных вод составит 12 тысяч кубометров в сутки. Качество вод должно соответствовать нормам для сброса в водоемы рыбнохозяйственного назначения. Для этого будет задействовано несколько этапов очистки. Монтаж модулей станции уже завершен. Первый этап – это механическая очистка. Там расположены комбинированные установки механического очищения. Они очищают сток от песка и бытовых отходов. Далее сток поступает в блок усреднителей, после чего стоки поступают на реакторы. Когда поступает в реактор, начинаются происходить несколько циклов. После контактных резервуаров сток поступает непосредственно в блок доочистки. В доочистке у нас стоят барабанные фильтра. Они снимают остаточное загрязнение, которое не осело на дне всей технологии. И после фильтров у нас сток поступает на ультрафиолетовое обеззараживание, после чего происходит сброс чистой очищенной воды в реку. Стоит отметить, что работы проводятся с использованием новейшей техники. Кроме того, в республике строится еще 12 аналогичных объектов. Мадина Нуцалчеева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.